вам это не принадлежит. Ответьте, что вы сейчас жжете? Парите. Вышел мусор. Какой мусор? Мусор, обычный мусор. Это не мусор. Покажите. Вы посмотрите, что он жгет, и вопросов не будет. Нет, вы покажите мне, что вы жжете, что вы выносите отсюда. Уже Здесь лежат личные вещи. Людей, которые отсюда ничего пока не вынесли. По какому праву? Почему вы не даете никакого ответа? Почему я не могу войти в храм? Я приехала из Москвы. Я журналистка. Храм сейчас закрыт. Хорошо, что вы журналистка. Да. Сейчас храм закрыт. Завтра я пойду к мэру города. Вы разговариваете о том, что вы здесь устраиваете, просто беспредел. Вот. Еще раз говорю, вы приходите днем, а не ночью. В епархиальное управление, задавайте вопросы, вам будет даны у вас, ответ. хорошо, я приехала к вам на службу просто. Здесь богослужения нет. Это совершенно не допросы. А скажите так, ну хорошо, все ясно. А на самом деле здесь сжигаются иконы. Вот, пожалуйста, все, что я вынимаю из этой бочки. Бочка, в которую молодой человек носил мусор. Вот, пожалуйста, тот мусор, который они пытаются сжечь. Вот эта икона. Вот это называется епархиальное управление. Посмотрите, каким святотатством занимается Марк. Вот это кощунство. Это икона. Божья Матерь, смотри. Божья Матерь. Это воскресение Христово. А ты что же, Серафим Саровский? Серафим Саровский. О чем там говорить? Спаситель. Господи. Вы засвидетельствуете того, что сожжены иконы, что люди зажгли иконы. Вот мы вынимаем оттуда. Не знаю, кто жег. Вот сжигали из этого храма. У меня просто здесь все задокументировано. Вы видите, что это? Вот посмотрите, что это совершено. Да, я вижу, сожженные иконы. Это сделали вот из этого храма по научению владыки Марка, который приехал вместо владыки Диомира. Якобы возглавлять. Мачка, давай туши вот это все. Что там документы? Документы от храма. Батюшка, скажите. Вандализм. Вандализм. Так поступает. Что ты можешь сказать? Враги веры православной. Только посмотреть, кто здесь на этих иконах расположен. Пресвятая Богородица, Господь наш Иисус Христос. Тайная вечер. Ну что? Это Святейший Патриарх, да? Ну, тоже мусор. Тоже его в мусорку. Мусора привели. Мы хранили, держали. Мы каждую иконочку жалели, да? Серафима Саровская, Господи. Хорошая икона, да? Да прекрасные иконы были, слушай. Это только мусульмане в Сербии сжигали иконы? Нет, они не православные. А как получается так, что епископ Марк так ловко на телевидении справляется со всеми живущими? Говорит, вот по делам, как Господь говорит, по делам и узнаете их, вот их не дела, вот они, их отношение к вере, которые они призывают. Поэтому и народ к ним и не идет. Как это может быть вера, когда они такое попирание идет? Православных икон, а другая не настолько. Богохульство перед Богом. Тогда как бы могли поступать самые злостные враги православной веры. Вы сказали, что это иконы? сказали мусор. А вы сказали, что там иконы сожженные? Да. Сказали? Они не иконы, они сказали, что это не иконы. Икона из библиотеки, с Нижнего храма. С когда остался. Она в храме пустая. Умериться тоже по разрешению в храм войти. Когда храм ломали, было разрешение. А когда просто Владимир Смотритель было разрешение, может, уже пол храма вынесли, мы не знаем. Много и Казанскую жгли, на день Казанской Божьей Матери. Сожгли икону Казанскую. Равнопольственная Ольга. Это собственность храма, нашей общины. Эти иконы люди приносили из домов, вот, дарили нам, и, собственно, с этих икон и начиналась жизнь храма. Но представители Чукотской епархии объявили это все мусором. Вот с удовольствием все это сожгли. Ну и здесь, как они себя объявили, приезжие, да, которые, ничто сумняшься, на всю страну объявляет нашего епископа сумасшедшим. Неплохо, чтобы правоохранительные органы этим заинтересовались. И за клевету бы, чтобы этот человек отвечал. Какой день жгутся вообще здесь пожар у вас полыхает? Есть вообще? Второй день минимум. Ну, косвенно могу сказать, что видели, как что-то сжигалось уже здесь днями раньше. А у вас остаются еще какие-то вещи в храме? На большинство там имущество, которое принадлежит лично епископу Диомиру. Это не отдается, объявляется церковным имуществом, даже без разбирательства, насколько оно принадлежит это именно церкви как таковой, а не лично человеку. Разбираться никто пока не хочет. А как вы думаете, может, это прерогатива самого владыки Марка, который во всеуслышание по телевидению, местному каналу, в ночных новостях заявляет о том, что владыка подлежит уголовной экспертизу, наказанию? Как вы к этому относитесь? Не является ли вот это доказательством того, что все это вранье? Элементарно.
нарушение презумпции невиновности человека, пока это не доказано судом, ставит под сомнение все эти разглагольствования приезжих, здесь новоявленных хозяев. Поэтому, если бы мы не теряли надежду на справедливое разбирательство, то этим действием, этим высказыванием этих приезжих сюда новоявленных хозяев должна была бы дать оценка и с правовой точки зрения. А с духовной они сами вот себя уже неоднократно, так сказать, вот, дискредитировали. В присутствии многих свидетелей могу сказать, что сам архиепископ Марк отказал нам в том, чтобы отдать нам вещи, которые принадлежат нам лично. Сказал, что они вам не нужны, вы под запрещением находитесь и так далее.